И тут, я как понял, медведь тоже ходит. Ну да, топчется. Перетоптал уже тут. Я решил поэтому, как его, по дороге так перейду спокойно лучше. Не спеша так иду. В принципе, одинаково там, что по тайге там сыро. Ну, пока не так заросло, терпимо тут пройду. Ветер так и не стих. Целый день так непрерывно дует. Порывы такие жесткие, даже сильные. Непонятно тут кто ходил. Не то олени, не то зверь какой-то. Все, в общем, ходили. Опа. Все ходили, все. Да, здесь и пройду. Где-то с полкилометра. Не так близко. Это если сравнить с хорошей дорогой, лучше километр круг сделать, чем полкилометра по таким лужам ходить. Ну, тяжело. Ноги вязнут. Хорошо, что в болотных сапогах. Да, последний поход в этом году в эту сторону. Сюда уже не залезу. Ради одного глухаря как-то неохота. Натоптали по ихним тропам даже пойдем. Зимние вырубки тут, зимой тут рубили. Тут летом не доедешь до сюда. Площадка тут тоже была. Собаки чуят там. Ухтят все время что-то. А человек-то один раз как-то увидит, если увидит, а они-то чуят там запах, по запаху определяют. Давно, когда это было. В прошлом году я, наверное, сюда и не ходил. Вот с того угла она пересекал вот эту вырубку и там спускался как-то. Ну да, похоже на то. Не помню, чтобы я на север ходил. Не помню. Много раз туда не хожу так. Раз в сезон. Для интереса так. Для разнообразия. Ну так, в принципе, интересно. Сходили сегодня. Побродили. Так. Ладно, там дальше еще хреново. Сыро, в общем. Не буду пока снимать. Гуси пошли, ребята. Где они? Не вижу. Вон они. О. Первая партия за целый день. Вот так. Пошли, родимые. О, как красиво летят. Гуг-гуг. Гугл. Это и есть Гугл. Пошли, родимые. А лебедей тишина. Вон оттуда мы шагаем. На половину пути остановились. Гусей заснять. Завариваю чай, ребят. Дошли до термоса наконец-то. Хочется чай попить. Прилично уже мы прошагали. Собаки тоже подустали.
Чай попьем, и надо шуровать без остановки. Потому что еще идти нам очень много. Начинался дождь такой. Небольшой. Ну, немножко так. Но сейчас более-менее здесь сухо. Пойдем. Так. Разовый чай заварил. Когда в термос завариваешь, и целый день заварка там, она горько становится, чай. И не так вкусно пить. А я сегодня взял розовый чай, сахарный песок и все четко. Собаки отдыхают. Тоже, если человек 10 километров прошагал, собака все 20 или 25. Намного больше шагают, бегают они. Тулан тоже. Тулан бездельник. Он в основном рядом со мной. Но когда кто-то выскакивает, тоже бегает, ищет, нюхтит. Но не так далеко отходит от меня. И солнце вон выглянуло. Все, сейчас по-быстрому пьем чай и, короче, мы уже встретимся в избе, я думаю. Не так много буду останавливаться, что-то снимать. Не знаю. Надо идти бегом, надо идти к избе, пока светло. Думал, где пройти, и решил к речке спуститься. По этой просеке поднимались туда, и сейчас уже обратно спускаюсь к речке. Чуть дольше придется идти, но уже верняк, если стемнеет, я попаду на старую, на свой путик. А там уже не заблудиться мне. А можно круг такой было сделать, по сухому месту идти. Но прошлый раз там я блуждал, когда с просеки спустился без навигатора. Здесь тяжелее, конечно, наверняк. Там суша, но тоже дорога непростая. Одним словом, я выбрал этот путь. Не знаю, труднее или легче, но я иду. Сейчас солнце выглядывало, как-то сразу веселее становилось идти. Наверное, все-таки тучи разгонит этот ветер. Если дождя нету, что-то прояснялось даже на некоторое время. Вот так. В лесу легких путей вообще практически нету. Все равно где-то сухо, где-то сыро. Все вместе. Тем более здесь, в этой местности, где я брожу, нету легких путей. Хоть как-то ищи, все равно приходится проходить такие места, где по колено вода, болото, все держит тебя. Ладно, надо идти. Надо идти, ребята. Проволока, смотрите, какой-то
дерево и проволока тут. Кто знает, у кого это, сколько лет уже прошло. Тоже какой-то охотник, наверное, здесь ходил, бродил. Что-то вот проволокой делал, я не знаю. Пенек. И на пеньке вот где-то, наверное, если прикинуть там, ну, метр-полтора, наверное, выше нам проволока. Опять солнце выглянуло, смотрите, как красиво. Сразу как-то настроение поднимается, когда солнце мы увидим. И тут ручей тоже. Ручей течет. Русло, я думаю, было вон там. Сперва там протекал ручей. Вот здесь отсюда вот идет. Где-то там протекал. И сейчас вот русло поменяло. И протекает вот здесь. Направо пошла. Ну, я уже тут ходил, вроде как снимал, про этот ручей уже рассказывал. Тихо так, тихо ручей. Тихий ручей вообще. Немножко так, чуть-чуть так журчание идет. Сколько вот, скажем, как и река, повороты за поворотом, и ручей вот так же. Поворот там, туда-сюда. А, это прискакало. Повороты за поворотами и идет вверх, на север идет. С севера, в общем, идет. Вот где мы сегодня бродили, ребята, где я оставлял термос, вот, возле этого и возле болота вот проходили, после того, как чай попил, термос оставил. Вот это болото, с этого болота этот ручей берет. С того болота, в общем, идет вода, здесь протекает. Это 100%, это 200%. Можно, скажем, по этому ручью подняться, и именно вот на то болото вы попадете. Вот так. И, скажем, там широко, просторно, там даже ручья не видно. И, скажем, чем дальше к реке, там она шире. И вот где-то вот метров 70, наверное, шириной здесь уже протекает. У меня аккумулятор покраснело все, наверное, скоро сдохнет, короче, аккумулятор. Ну, видно, что час съемка у меня прошла. Вот это, да, красиво, когда солнце. Вообще красиво. И проясняется. Все, пока не буду тратить аккумулятор, но уже все, последние минуты. Вон, ребят, случайно на глаза попалась. Кормился лось. И смотрите, вокруг этой кормежки какое место. Какой бурелом. Ты пройдешь метров 30 и не заметишь, что кто-то там стоит. Вон там еще сломанная ветка видно. Недавно тоже. Ну, буквально там неделя, наверное, силы. По виду там похоже. Может, этот, которого я заснял, ну, место возле пихты. Возле пихтача там сопливый лось. Весь в соплях пихта. Может, он здесь проходил. Я уже на избе. Сейчас затопил печку, уже погрел суп. Подключил к пауэрбанку. Сейчас немножко поснимаю еще. Я там болтал и резко так чук, и все. Камера сдохла, в общем. Зарядка закончилась. А пауэрбанк с собой не таскаю. Потому что в час съемки за день это нормально. Куда больше. Ну, если еще дальше сходить, конечно, можно взять. Главное, вовремя пришли. Ничего, никого не видел. Ничего было. Да, и нечего сейчас рассказывать, что там лук привез, свой лук. И в этом году очень гниет. Я не знаю почему. Очень много пришлось выкинуть. Зелень хороший был, а сам лук гниет, портится. Собак накормил, и на завтра еще каша им
Сегодня еще не буду варить. Тулан сразу пришел, буквально через минут 10 я уже его не видел с поля зрения. Ну, я на замок, на цепь посадил. И он сразу в будку залез и уже все, спит. Айда здесь, в коридоре. А вторую будку я пока некогда. Вот. Вчера суета была такая. Сегодня целый день, с утра до вечера в пути были. Завтра также, завтра уже в другую сторону вообще, в другую сторону сходим. В сторону юго-востока сходим завтра. Юг-восток, как-то вот там будем лесопунктовские вырубки старенькие еще проверим, посмотрим, походим. А здесь, ну, и шуметь так не особо охота еще. Пилить там, шуметь, греметь, я это самые крайние последние дни. Все это шум, гам. Сейчас не будем пока шуметь. Будем ходить, искать, стрелять, как получится. Сегодня вот целый день ходили и, ну, глухаря не подстрелили, что поделаешь. Хотя видели, ох, хитрый глухарь там остался. Ну все, но я туда больше сейчас, в этом сезоне я больше туда не пойду. Сходили, побродили. Вот. Буквально какие-то секунды не хватает, чтобы добыть. Вот собака, он выскочил, сел. Я только вот хотел приготовиться, он выскочил, на другое дерево перелетел. Не знаю, сколько там, метров 50, наверное, перелетел. Опять чуток не хватило, чтобы мне вот прицелиться там и выстрелить. И хорошее расстояние было. Ну, как хорошее, вообще в упор, там 30 или 40 метров, вообще близко он был. И я все забываю, что у меня на плече карабин, понимаете? Я как будто с гладкоствольным оружием хожу. Привык, чтобы подобраться, подкрасться там поближе. Хотя, возможно, сейчас с карабином больше у меня. Можно 150 метров, если руки крепко там и нормально прицелиться, 150 и 170 выстрелить. Но я привык как-то все время, ну, всю жизнь ходил с мелкашкой и с гладкоствольным. И вот такая ситуация, что, ну, пока не привык к карабину, честно. И, короче, он так опять не успел, и айда там лайкнет, и вылетает глухарь. Опять вылетел и полетел где-то метров 100, наверное, не дальше. Я так приблизился, сколько там, ищу. И трески, вот эти, треская там, как-то вот, треч, как-то он, ну, вот, голос такой у него. Оказалось, куда я смотрел, еще дальше, метров на 50, оказывается, еще дальше он был. И это треск айда услышала и опять туда побежала. Один раз. Авк. И все. Сразу выскочит. И главное, летит. Метров 100-200 пролетит и опять сядет. Но это я чуть-чуть там уже поснимал, как я подходил там. Это видели. Камеру выключил, пошел дальше. И он, оказывается, еще чуть в стороне, оказывается, был. Ну, так же, но там уже все. Он уже оттолкнулся и уже и улетел. Это уже, он уже от нас. Это на меня, может, заметил, или же надоели мы ему. Короче, он улетел и летит, наверное, сейчас летит. И до следующего года будет лететь. Ну, в следующем году будем надеяться, что мы с ним встретимся и, ну, как получится. Вот так. Я хочу кушать. Отдыхать. И завтра целый день идти, искать. Другого варианта у меня нету.
Я на это и пришел. Искать, найти, стрелять. И через неделю обратно домой. Ну что, вчерашний суп я ем. Вчерашний суп. У меня еще там на печке вторая маленькая кастрюля. Еще на чуть-чуть рисовую кашу сварю. В принципе, сегодня мне этот суп, вот столько еще половина мне хватает. Даже в тарелку не буду ложить так я. По-таежному так. Съем еще. Я один. Что хочу, то и делаю. Хочу с кастрюли съем. Хочу сплю, хочу иду, хочу чай пью. Что мне хочется, то и делаю. Мне ни на кого не надо, там, скажем, если вдвоем там надо воздержаться, не пернуть, не шевельнуться, ничего иногда бывает так. А я что хочу в одиночестве, то и делаю, понимаете? Полная свобода. Вот так. И главное, после походов там аппетит такой. Вчерашний, не вчерашний, только в путь все идет. Вот поэтому я одиночество люблю. Ни от кого в тайге я не завишу. Я один. Что хочу, то и делаю. Хочу туда пойду, хочу здесь буду, хочу туда пойду, сюда пойду. То сделаю. Под каким настроением сам, ну, то и делаю вообще. А если вдвоем, троем, как бригадой ходят, вот смотрю я эти фильмы, бригадой, там 5 человек, ну, неинтересно мне такое. Фигня. Один тайге это самое то. Друзья у меня на улице. Ну что еще добавить? Вроде нечего, ребят. Я буду ужинать и отдыхать. Ружье обязательно почищу. Там под дождь сегодня попадали тоже. Так, почищу все. Влагу сейчас сниму и по-новому смажу маслом. Затвор лучше будет ходить в масле и все остальное. Может завтра постреляем, посмотрим, как будет. Но дичи мало. Очень мало. Такой кружок сегодня сделали. Большой, огромный. Далеко ходил. И одного глухаря видели. А, косачата еще видели. Не косача, тетерка, наверное, была. Точно, точно. А рябчика не было. И возле реки туда-сюда пришел, ходил. Между прочим, ни одного рябчика не было. Все ушли. Где-то, куда-то, в какую-то сторону все перелетели. Но здесь нету их. А медведь-то лежал. Видели, как лежанку? Я тоже чуть-чуть удивился. В сыром месте он лежал. Там сыро. От чего так? Удивительно. Я думал, он все время в таком сухом месте он отдыхает. Он выбрал такое место. Но, может, я ошибся, там сказал месяц,
2 недели, а может неделя только прошла. Потому что клюква-то вообще, на клюкву он не бруснику ел, а на клюква уже сидит. Это последняя ягода. Клюква в последнюю очередь созревает. Сперва голубик, а так подожди. Черника, морожка, черника, голубика, брусника и клюква. Вот 4 ягоды у нас. Малина, если медведи. Малину, конечно же. Смородина. Все это они едят. Муравейники. Хоть не пострелял, но все равно много интересного я увидел. Следы там, сям. Все невозможно заснять, показать. Я вкратце так показываю, а бывает дождь, не хочется показывать там, камеру доставать. Хотя там следы куницы я в нескольких местах видел, ну, следы помет, это куницы. Много тоже ходишь там, много замечаешь. Интересно ходить по тайге. Но снежок, не хватает снега, понимаете? Был бы снег, вообще идеального. Ты уже хоть знаешь, кто есть рядом. Медведь ходит или нет, или лоси, вот, скажем, я тоже сегодня вот лосиные следы вот тоже показал немножко. Когда они были, тоже я вот так вот присматриваюсь, но как будто вчерашние. Сопли там висят, блин. А сколько дней вот прошло. А по снегу уже ты более лучше можно определить там вчера или неделю назад было дело. Без снега, ну, с точностью не определить. Если, скажем, вот только ты увидишь, как его, помет, и потрогаешь помет, теплый он или же холодный. Не надо брезговать. Ты видишь у лося или у медведя помет, надо чуть-чуть пощупать. Это не удивительно. Для охотников это нормально. Если что-то хотите добывать, надо определять там, взять в руки, пощупать. По температуре этого помета вы определите там, сколько времени прошло. Если, скажем, уже прохладно на улице, а помет-то теплый, значит он был где-то в течение буквально рядом, полчаса назад, может, ходил там в туалет или же час назад. А если ты брезгливый, там увидел, затошнило тебя, это ты теряешь много. Надо не брезговать, а смотреть, не только смотреть, но и щупать там, потрогать это. Или же вот тоже вот лосиные следы, они кушают там, тоже трогаешь. Влажное дерево, свежее, или же запах идет от этого. Но это лосятников не надо учить, но они все понимают, знают. Но это к тому, что как определить вот насколько сколько времени прошло от того, вот сколько времени прошло с тех пор, как был вот прошел этот зверь или животное. Вот по следу, по метам, все можно определить, хоть немножко. Вам тоже вот чуть-чуть я подсказал некоторые моменты, кто новичок в этом деле, кто не знает, вот скажем, как определить, когда прошел зверь. Но без снега тяжело определять. И первый раз я сегодня на пихте, вот я сколько лет я охочусь, первый раз я заметил, как
сопли, бля, висят. Вот это да. Вот это для меня удивительно. Обычно они бодаются, там бодают, до такой степени бодают. И этот, как его, ну чтоб что-то после них оставалось, я первый раз. Один раз тоже, так, 2 года назад, наверное, иду, так снег такой пошел, ну вот где-то вот так снег выпал, вот. И след лощины, наверное, как-то чук-чук-чук прошел. Я тоже в ту сторону ходил, между прочим. И иду, и перед глазами как будто вот что-то мелькнуло вот так. Мелькнуло еще, черное так мелькнуло. Так присмотрелся, иду, присмотрелся, тихонько так иду. И черный дятел. Там, черный дятел. Ну, черный дятел. А перед глазами, как будто хребет видел. Понимаете, хребет лося. Вот такой хребет. У них такой вот холмик. От лопатки идет такой холмик. Ну, думаю, этот, как его, черный дятел, ну, пускай дятел. Метров 40 на 50 метров от меня, наверное, было. Короче, я дошел до этого места, а там бодался этот бычок молодой. Глаза-то не обманули меня. Мелькнула-то туша этого животного. Хребет, вот, силуэт такой лосины я видел. И в то же время там дятел оказался черный. И пришел, а там он выбрал, наверное, 2,5 метра елка. Не елка, да, елка была. И вот он бодал туда-сюда. А так я его больше не видел. Мы так прошли. У меня Айда еще была, только Айда. Тулана не было. Тулан вот первый год в этом году. Вот так. Ну так каждый год за сезон бывает встречаю, там проходят. Или медведи, или же лось. В этом году вот по пути видели. Больше пока ничего не видел. Медведь неохота с ним. Ну, пусть стороной проходит. Чуть-чуть я боюсь его, честно. Я, наверное, еще как-то не готов. Хотя сейчас с карабином хожу и на душе чуть-чуть, ну, легче, или я не знаю. Себя чувствую. Да хрен его знает, как я себя чувствую. Все время на каждый шорох я поворачиваюсь как-то не по себе. Сегодня ветрено, там тресканет, здесь тресканет, там что-то. Хорошо, что собаки вот определяю. Собаки вот себя ведут спокойно, значит, все спокойно рядом. Не знаю, что там, может, и где-то тоже косолапые ходят. Пусть ходят. Мне они пока не нужны. Прошлогодняя история еще перед глазами. Все, короче, хватит, наверное. Чуть-чуть я поболтал. У меня суп остывает, надо поужинать нормально и отдыхать. Ну, до завтра, в общем, ребят. Завтра сходим в совсем другую сторону. По лесопунктовским вырубкам, по трассам. Такие планы, но не знаю, как успею. Как сегодня, наверное, чуть-чуть меньше время надо уделить, потому что мне надо сетки еще завтра проверить. Сегодня уже не проверял. Завтра обязательно сетку проверить надо. Не знаю, рыба попалась, нет. Это увидим завтра. А на сегодня все. До завтра вообще.
Я ужинать буду. И чай закипел там, наверное.